Менің есімім Юсуф, мен 19 яш, мен Мәскәүдә 2-нче ел укыйм, 2-нче курста, Высшая школа экономики университетында. Что ты знаешь про Рамадан? В первую очередь, это месяц, в который Аллах Та'аля нам предписал держать пост. Пост – это в первую очередь не то, что мы не едим, а то, что мы ограничиваем себя, стараемся воздерживаться от страстей, от грехов, которые мы обычно, к сожалению, соблюдаем. То есть это время, когда мы, отказываясь частично от еды, мы стимулируем самих себя к тому, чтобы мы совершали больше благих дел в ущерб плохим нашим сторонам. То есть мы воздерживаемся от всего плохого и стараемся делать все хорошее. Поэтому этот месяц считается самым благостным месяцем в жизни каждого мусульманина. То есть 1/12 часть года мы стараемся максимально посвящать служению нашему Господу. Как давно ты держишь пост? Я держу пост, наверное, с самого детства, но прямо чтобы полностью весь месяц я держу с 13 лет. То есть, соответственно, в жизни мусульманина происходит событие, когда он становится совершеннолетним, и вот с этого времени он должен уже соблюдать все фарды. Фарды – это обязательное предписание. Это в первую очередь там намаз, ураза, и вот это основные фарды. Вот до них можно не обязательно это все соблюдать, но можно уже пробовать привыкать. Поэтому можно сказать, что с 13 лет прям уже держу. Скажи, пожалуйста, были какие-то забавные случаи, когда ты держал пост? Забавный случай был такой очень мощный, знаете, иногда ты в первые дни особенно не привык к тому, что ты держишь пост, и ты бывает просто, идешь и, как обычно, ешь, да, вот, было такое, что я пришел там на кухню, все, положил себе там уже, когда был маленький, там вот такая большущая тарелка гречки, там еще с подливой и с очком, и я все это так прям чики-пуки навернул, да, а потом вспоминаю, что я же уразу держу, вот, но в таких случаях пост, он не прерывается, он не нарушается, потому что ты сделал это неумышленно, и вообще считается то, что это Аллах Та'аля тебя, специально накормил, чтобы тебе не было слишком сложно в этот момент. Вот такой вот интересный случай. Ильдар, что ты знаешь про Рамадан? Это священный месяц, который был ниспослан Коран. В этот месяц, пока стоит солнце, нельзя пить воду и есть, вообще что-то проглатывать. Как давно ты соблюдаешь пост? Практиковался я с детства, но стабильно все 30 дней я держу уже 2 года. Как мне 18 исполнилось, получается. Кто-то наставил тебя соблюдать пост, или ты сам решил, что ты хочешь это делать? И я вырос в мусульманской семье. Родители соблюдают, братья, сестры. И как можно не соблюдать в этом обществе? Ясмина, Самина, вы держите пост? Да, альхамдулилля, держим. Как вы держите пост? Можете ли вы дать какие-то советы людям, которые тоже держат пост? Во-первых, нужно заранее подготовиться. 2 месяца, месяц Аллаха и месяц сейчас пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Нужно по понедельникам, четвергам держать. Или праздники был, 6 на 7 число праздник был, можно было держать. Подготавливать свой организм к посту заранее. Так как он начинается в 3, то можно, например, включить фильмик и дождаться этого времени, насладиться, например, заказать пиццу, суши, наесться, и потом на целый день не есть, не пить. Бывают такие случаи, то есть у человека какая-то проблема с здоровьем, и ему надо выпить таблетки, то ему лучше не держать, потому что будет очень плохо. Можете рассказать, когда вы первый раз держали пост? Сколько вам было лет? Мне было 14 лет. Уже 6 лет держу, альхамдулилля. Мне было 10 лет. Каково это держать пост? Летом, правда говоря, пост тяжеловато держать, но вполне себе приемлемо. Первые дни немножко сложновато, но потом уже привыкаешь, чувствуешь облегчение, чувствуешь какой-то распорядок своим дня, можно сказать, примерно как устав это работает. И, можно сказать, появляются новые силы, новые цели. И вообще в плане саморазвития это очень, с точки зрения медицины, с точки зрения вообще духовного, на человека очень хорошо влияет. Все равно же есть некий соблазн что-то съесть, правильно? То есть есть какой-то... Хочется. Может быть, что-то было интересно. Может быть, ты случайно что-нибудь съел, и потом неожиданно вспомнил, что вообще-то у нас Рамадан, и ничего есть нельзя было. Да, бывали иногда такие ситуации, когда, сами представляете, летом, жара и так далее.
ты идешь по работе или по учебе, проходит практически целый день, остается буквально целый час или даже меньше до разговения, и так уже автоматически глотнул чуть-чуть воды, сам не заметив того. В исламе, благо, на это есть немножко исключение, так сказать. То, что если человек забыл и выпил немного воды или еды, то его пост все равно будет засчитается. Потому что, как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поступки оцениваются по намерениям. Вот. Ильяс, ты держишь пост? Я планирую, вот, первый пост, да, моя первая ураза. А у тебя есть какой-то наставник, учитель, который помогает тебе в этом? Ну, у меня есть друг кыргыз, в принципе, вот. А что тебя сподвигло держать Рамадан? Рамадан – это важная составляющая жизни любого мусульманина. Во-вторых, для меня это будет значительным испытанием, потому что я человек с большим аппетитом. Я, как я уже упоминал, вот не на камеру 4-5 раз в день питаюсь. Вот, и как раз-таки, я думаю, это поможет мне стать лучше. Салим, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про Рамадан? Месяц искренних молитв и соблюдения божественных заповедей. Месяц очищения, преображения. А ты сам держишь пост? Бывали дни, когда я держал, а так я пока к этому еще не пришел. А кто-то из друзей у тебя держит пост? Друзья, близкие, Карим. родственники? Карим продержал в прошлом году. Держал, да, делился, что было тяжело, но он это смог сделать. Вот так вот. Чулпан, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про Рамадан? Вообще, Рамадан — это наш мусульманский пост, насколько я знаю. Ты просто должен испытать себя, быть терпеливым и не есть, получается, во время дневного света, насколько я понимаю. Скажи, ты когда-нибудь сама держала пост? Да, у меня был такой опыт. Я не могу сказать, что я полностью держала весь месяц пост, но у меня был опыт держания поста где-то 2-3 раза, и это где-то нивелирует между 2-3 днями, получается. Месяц Рамадан – это священный месяц для всех мусульман. Все очень его ждут, я лично тоже. Уже скоро-скоро. Хорошо, а расскажи, как давно ты сама держишь пост? Ну, с детства, где-то с 15-16 лет. Просто в детстве не весь месяц мы держали, а там, 3 дня или 5 дней, или 7 дней, уже когда постарше. Сейчас стараюсь держать весь месяц. Вот. Держание уразы, вот вы задумайтесь, это же сотни лет держали наши бабушки, прабабушки, еще бабушки. Они ведь держали. И вот я знаю рассказы нашей бабушки. Она рассказывала, что когда этот месяц совпадал с летом, когда были сельские работы, которые нельзя было пропустить, и потом уже, когда она была в возрасте, когда ей было за 70, она держала пост, и они бабушками собирались, одевали шубы и сидели в погребе. Что такое пост? Некоторые отвечают, это пить нельзя, кушать нельзя. Это ведь не так. Мы сейчас будем каждую неделю собираться, каждую неделю обсуждать это. Это мы делаем все 26 лет в Москве. Мы с ними обсуждаем, что такое ифтар, какими мысли должны быть, какое духовным. Мы должны подготовиться к этому. И поэтому, мы должны между собой это говорить, обсуждать это, а у тебя как получается, а ты как, вот так вот. И мы практически, у нас в прошлом году было рекордное количество, мы провели 14 ифтаров, конечно, да, такое у нас, было иногда там 8, 9, 10, а так вот в прошлом году 14 ифтаров. Это результат нашей деятельности, вот у нас одна молодежь пензенская, давайте мы у вас проведем ифтар. Собрали деньги, и провели. Нижегородских было 2 ифтара, мордовские, все татары у нас собрались, и нам было очень приятно в прошлом году, когда наша молодежь, которая из нашего штаба, они уже 10 лет как штаб покинули, все они здесь перезнакомились, переженились, у них уже разные дети, вот эти 4 пары пришли сюда вместе, и вот они организовали ифтар для нашей молодежи. Вот. Это ифтар, он такой объединяющий. Чем отличается наша организация принципиально от других? То, что мы проводим ифтар один тюркских народов. Мы собираем в Москве, мурзы есть такие. Мурзы – это, татарские мурзы, вот мы их тоже собираем на ифтар. Кроме нас этого никто не делает. Мы собираем ифтар татарских ученых,
И еще парадоксальная ситуация, мы не разделяем православных татар. Православные татары тоже у нас приходят сюда. Естественно, намаз они не читают, но они при этом присутствуют, и это создает вот эту многоконфессиональность нашу. Вот. Сейчас, будем говорить откровенно, в России у нас в стране сложноватое время. И вот в это сложное время вот эти ифтар – это хороший повод объединяться, вместе собираться, читать дуга и, значит, быть вместе. Можете дать какой-то совет для тех, кто соблюдает пост? Кто в первый раз соблюдает пост? В первую очередь я бы посоветовал, как и в целом всегда даю совет с чем-то связано, это в первую очередь обозначить себе цель. Нужно понять, ради чего вы это делаете. То есть делаете ли вы это просто для того, чтобы сбросить там лишний там чуть-чуть жирок, да, потому что вы там меньше едите. Это вот вам будет диета. Это не тот пост, который вы держите, да. Это не тот пост, который вы делаете ради Аллаха. То есть вам нужно обозначить себе цель. Это первое. Второе, нужно понимать то, что пост это не сложно и это не вредно для нашего организма. Напротив, это невероятно полезно. Потому что, вот представьте, да, вот мы каждый день едим там 5, там 4, там 5, ну по-разному, да, там чай пьем, там, сям, туда-сюда. Наш желудок работает практически непрерывно. А во время поста мы даем своему организму такой отдых, потому что он очень много отдыхает, и зачастую наши физические показатели, это все доказано учеными, они реально улучшаются. Я бы вот посоветовал чуть-чуть изучить этот вопрос, посмотреть пользу, которую человек получает от соблюдения поста, и уже с вот этой информацией, то есть цель, польза, понимание легкости, и уже газовать и держать пост прям хорошенько, чтобы прям понравилось. Вот так вот. Как ты планируешь держать пост? У тебя есть уже какой-то план? Ну, наверное, да, но он не какой-то сложный. То есть мне просто нужно будет приобрести фиников, мне нужно будет заранее заготавливать пищу, мне нужно будет поменять будильники, потому что сейчас я условно ложусь в 11-12, встаю в 5:30. А мне, возможно, нужно будет еще раз вставать ночью, чтобы еще раз покушать. Основываясь на личном опыте, ты можешь что-то посоветовать тем, кто держит пост? Вообще пост в Рамадане – это не только воздержание от еды и питья на целый день. Это, прежде всего, духовное саморазвитие человека, и оно призвано для именно развития в себе нравственных и духовных качеств. Поэтому я бы посоветовал перед наступлением Рамадана попробовать себя немножко физически, то есть как твой организм будет справляться. Посмотреть, может, у тебя какие-то есть заболевания, которые могут помешать тебе выполнять обычные повседневные задачи и так далее. Если есть противоречие твоему здоровью, то пост уже не становится для тебя обязательным. Но если же ты здоров и можешь держать, то, конечно же, одним из столпов ислама, из 5 столпов является пост, и необходимо его держать. Я бы посоветовал пару раз подержать перед Рамаданом. Известно, что в религии есть дополнительные посты в понедельник и четверг. Традиционно наш пророк, мир ему, постился. Но это является дополнительным постом и лишь поощряемым. Но это, в этом есть благо, потому что если человек заранее готовится к этому, ставит перед собой цели, ему будет легче с ними справляться. То есть я бы сказал, что главное в посте – это уже намерение. Но мне кажется, сначала мне было сложно. И как меня учила мама, она говорила, что вовнутрь, получается, в организм не должна попасть ни одна вода, ни одна капелька еды, и поэтому ты всегда переживаешь, что, возможно, ты сейчас проглотил воду или что-то такое, когда чистишь зубы и так далее, поэтому это немножечко постоянно такая тревога. Но в целом не есть весь день, это не так уж и сложно, поэтому, мне кажется, если оценивать по шкале от 1 до 10, уровень сложности, я думаю, это где-то 5-6, и то из-за вот этих тревожных мыслей, что ты нарушил пост. Ничего не бояться, довериться Аллаху. Этот чудесный месяц, это правда какое-то вот чудо. Ты просто как бы думаешь об этом и совершенно неохота ничего там есть, сквернословить, как-то вести себя как-то вызывающе или еще что-то. Просто хочется заземлиться, улыбаться, творить добро и вот быть в хорошем настроении. И вот это нужно передавать своему другу, своему ближнему. Какие советы ты можешь дать людям, которые будут первый раз держать пост? Самое главное, наверное,
сделать искреннее намерение, то есть не с целью там просто попробовать какой-то челлендж, а именно взять намерение, продержать пост. И тогда, во-первых, сам Всевышний поможет вам продержаться, то есть вы будете все равно чувствовать какую-то насыщенность. И помимо этого, ментально вам будет легче. Расскажи, пожалуйста, про свой самый интересный, запоминающийся ифтар. Ну, вообще, я не так давно в Москве, то есть 2 года, да. Один раз мы ифтарили с одним человеком в достаточно приличном заведении, и при мне человек заплатил за ифтар 15 тысяч рублей. Вот. Для меня это было необычно, скажем так. Расскажи, пожалуйста, про самый запомнившийся ифтар. Самый запомнившийся ифтар – это ифтар, который мы организовывали, альхамдулилля, в прошлом году в стенах нашего университета Высшей школы экономики. Мы собрали 200 человек прямо в университете, в столовой. И такая фишка была ифтара в том, что его готовили самые разные национальности, от татар до вайнахов, от азербайджанцев до турков. И каждый привозил свои национальные блюда. И получился такой не просто ифтар, но и одновременно и фестиваль и культур, и гастрономический фестиваль. И мы это сами организовали как студенты. Это было просто невероятно. Мы с очень многими ребятами познакомились во время этого ифтара и с тех пор продолжаем общаться и, иншаллах, будем проводить новые. Вот так вот. Можете рассказать про самый яркий ифтар? Может быть, что-то вам запомнилось? Самый яркий ифтар, наверное, в кругу семьи. Я помню, мы тогда с семьей пошли в Макдональдс, мы там, можно сказать, все скупили, было очень вкусно, потом всей семьей пошли в мечеть, намаз читали. Можете нам рассказать про свой такой самый яркий и запоминающийся ифтар? Это было 3 года назад. Мы в деревне собрались с родственниками, а у меня есть одна двоюродная сестра, она преподает в Агрызе мусульманское, заведение. И потом она всем нам разослала фотографии. Это как раз пришлось на последние 10 дней. И вот мы угадали вот этот день. Хатыр Кишасе называется, да? И вот мы угадали, такого неба я в жизни не видел. Она сфотографировала, и получается, мы угадали. У нас нет никакого сомнения, когда мы увидели фотографии этого неба, это рассвета. Вот. Поэтому, вот, наверное, как-то у меня до сих пор есть эти фотографии, ничего подобного я в жизни не видел. И это мы организовали, мы родственники в деревне, так сказать. Вот. Такое благословение от Да, Всевышнего. у нас каждый год сотни людей начинают поститься, общаясь с нами. Сотни людей, у нас первый намаз мы проводим, начинают намаз читать. Мы вообще мусульманская татарская организация, мы пропагандируем здесь мусульманскую, деятельность, поэтому мы к этому относимся очень ответственно, потому что это иман. У молодежи должна быть сила, дух, иман. Это очень важно. И вот это все, воспитывается вот этими постами, вот этой религией. Расскажи, пожалуйста, про свой самый яркий ифтар. Это было в прошлом году. Нас пригласили в мечеть, и там есть еще медресе. Я просто не знаю, как называется, к сожалению. И было очень приятно. Сначала была часть, когда рассказывали истории, верес. Вот. И потом мальчики ушли отдельно читать намаз, девушки отдельно. И потом был ифтар, и он был неспешный. Он был с конкурсами, то есть там загадывали загадки, и это было так красиво. И мы даже подумали, мы потом шли домой пешком с Рустам Фаизовичем, и мы решили дойти до штаба, здесь еще чай попили. И было так тепло, светло и тихо, что мы подумали, что это Кадр Кишасе. Вот, это вот самое яркое для меня впечатление. Придумал ли ты что-то себе в качестве награды за то, что ты держал пост? Что ты съешь на Ураза Байрам? Если Аллах даст мне продержать все 30 дней поста, то в качестве вознаграждения можно было бы устроить себе в окружении близких, в окружении знакомых людей настоящее гастрономическое мероприятие, которое будет сопровождаться каким-нибудь вагазом, то есть лекциям от какого-нибудь спикера, да. Я бы съел что-нибудь из татарской кухни. Честно говоря, в Москве татарской кухни не так много. Я бы губудью, я бы балеш какой-нибудь точно себе взял бы. А ты задумал уже себе какую-то награду, когда закончится пост? Что ты съешь самым первым?
Нет, для меня наградой будет вот ментальная галочка в голове о том, что я это сделал. Kışın önünde pışkan çiğ